Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана провел кадровые перестановки в правительстве. В Туркменистане заготовлено более 1 400 000 тонн пшеницы. С 1 января 2025 года в Туркменистане на 10% повысят размеры заработной платы, пенсий, пособий, стипендий и другие новости. Президент Сердар Бердымухамедов подписал указ о повышении размеров заработной платы, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей в Туркменистане. Документом постановляется с 1 января 2025 года повысить на 10% размеры месячной заработной платы работников, финансируемых из бюджета учреждений, хозрасчетных предприятий и общественных объединений, пенсий, государственных пособий, стипендий студентов и слушателей. Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе расширенного заседания Кабинета министров страны провел несколько кадровых перестановок. Глава государства освободил от должности вице-премьера по вопросам науки, образования, здравоохранения, спорта, молодежи и общественных организаций Нурмухамеда Аманипесова в связи с его переходом на другую работу. Теперь эту должность займет Байрамгуль Ораздурдыева, до этого она была министром образования. Новым министром назначен Джумамурат Гурбангельдыев, который занимал должность ректора Института международных отношений МИД Туркмении. ВУЗ теперь возглавит проректор по учебной части Гульшат Юсупова. Также Сердар Бердымухамедов освободил от должности министра текстильной промышленности Ресула Реджепова в связи с его переходом на новую работу. Эту должность займет Нурмухамед Оразгельдыев. Сменился также и председатель Государственного комитета по телевидению, радиовещанию и кинематографии, им стал Мейлис Реджепов, до этого бывший директором телеканала «Ашхабад». Прежний руководитель Госкомитета Арслан Аширов освобожден от должности по состоянию здоровья. Земледельцы Туркменистана сдали государству более 1 400 000 тонн зерна, успешно выполнив договорные обязательства по заготовке продовольственной пшеницы. В борьбе с климатическими изменениями человечеству, возможно, придется отказаться от традиционных жиров в пользу альтернативных источников. Стартап Савар из Сан-Хосе представил революционную технологию производства масла из воздуха, привлекшую значительные инвестиции от известного филантропа Билла Гейтса. Концепция основана на использовании углерода и водорода, основных компонентов органических веществ, для создания жирных кислот посредством термохимической обработки. Сырьем служит обычная вода и углекислый газ, извлекаемый из атмосферы. Анимационный фильм «Головоломка 2» демонстрирует впечатляющие результаты в мировом прокате. Продолжение популярной картины уже собрало более $1 миллиарда, превзойдя показатели первой части «Холодного сердца». Как отмечают эксперты, этот сиквел уже стал самым успешным в финансовом плане проектом студии Pixar. Ожидается, что в ближайшие дни сборы «Головоломки 2» превысят отметку в $1,3 миллиарда, что позволит ей войти в двадцатку самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа. Туркменский экипаж Максат Мурата Донатарова из команды Федерации автомобильного спорта Туркменистана стал победителем 8-го этапа ралли-марафона «Шелковый путь» в зачете серийных внедорожников Т-2. Второе место занял другой туркменский экипаж под управлением Мирдана Тойлыева, который отстал от победителя на 13 минут. Третьим стал российский экипаж Андрея Сушенцова, отставание 19 минут. Ралли «Шелковый путь» финиширует 15 июля в столице Монголии Улан-Баторе. Состоялась жеребьевка Кубка Туркменистана 2024 года. В борьбе за трофей в этом сезоне примут участие 9 команд высшей лиги: Аркадак, Алтын-Асыр, Ахал, Ашхабад, Шагадам, Небичи, Мерв, Энергетик и Капидак. По регламенту турнира в предварительном раунде сыграют Мерв и Шагадам. Победитель этого раунда встретится с Алтын-Асыром в четвертьфинале. Матчи предварительного этапа запланированы на 11 и 14 августа. Действующим обладателем Кубка Туркменистана является Аркадак. В прошлом году подопечные Владимира Байрамова в финальном матче одержали победу над командой Ахал со счетом 3-0. На сегодня это все. Со всеми новостями вы можете ознакомиться на сайте turkmenportal.com и на наших официальных страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и помните, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.